Спасибо большое. Хорошо, друзья, церковь, друзья, можно присесть, да? Galima atsisėsti. Наше собрание еще немножко продолжается, да? Mūsų susirinkimas tęsiasi. Хорошо. Вы еще живы, да? Jūs dar gyvi. Хорошо, слава Богу. Ačiū Dievui. За это время, которое Бог нам даровал сегодня. Už tą laiką, kurį Dievas man davė. Сегодня, дорогие друзья, хочу вместе с вами немножко говорить Šiandien norime kartu su jumis kalbėti на одну такую тему, которая в последнее время волновала мое сердце. Šitą temą paskutiniu laiku jaudina mano širdį, jūsų pastoriaus širdį. И Бог некоторые вещи начал открывать в моей жизни. Ir Dievas pradėjo atverti kai kurios dalykus pastoriaus gyvenime. И знаете, это очень здорово, когда Бог что-то тебе показывает и открывает, да? Ir labai gerai, kada Dievas kažką rodo ir parodo. И первое место, дорогие друзья, которое я хотел вместе с вами прочитать. Ir ta pirma vieta, kurią noriu skaityti. Сейчас я вместе с вами хочу открыть Евангелие от... Сейчас я... 1 Иоанна послание, 2 глава, 16 стих. 1 Jono. 1 skyrius ir 6 eilutė jo. 2 глава, 16 стих. 1 Jono, 2 skyrius, 16 eilutė. Хочу вместе с вами прочитать. Сегодня, друзья, хочу говорить вообще о гордости и признаки гордости, как распознать гордость. Išdidumo požymiai ir kaip juos atpažinti. Это, знаете, дорогие друзья, кто-то говорит, ну, у меня нет гордости, да, кто-то Ir скажет, kažkas да? pasakys, aš neturiu to Я išdidumo. такой смиренный, хороший человек. Aš esu nusižeminęs ir geras žmogus. Может быть, дорогие друзья. Gali būti, draugai. Я не буду спорить, только Бог знает, да? Aš nesiginčysiu, bet Dievas žino. Но, дорогие друзья, бывает иногда, что у нас много того есть, о чем мы сами даже не знаем. Ir kartais mes turime to, ko mes patys nežinome, kad yra mumise. Хорошо, ты открыл уже, да? Я сейчас, окей, сейчас. Первое послание Иоанна, дорогие друзья, 2 глава. 1 Jono, 2 skyrius. 16 стих. 16 eilutė. Не то. Не то. Сейчас я найду. Да, первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Ir tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. И знаете, дорогие друзья, Иоанн пишет, Ir žinote, draugai, Jonas rašo, что «ибо все, что в мире, nes visa, kas pasaulyje, это похоть плоти, tai yra kūno geismas, похоть очей akių geismas и гордость ir житейская». gyvenimo išdidumas. И Иоанн дальше говорит, что это есть не от Отца, но от мира этого. Ir Jonas sako, kad tai yra ne iš pasaulio, bet ne iš tėvo, bet iš pasaulio. Знаете, очень важно знать, что приходит от Бога, да? Labai svarbu žinoti, kas ateina iš Dievo И что приходит от дьявола. ir kas ateina iš velnio. Знаете, когда мы знаем природу Бога, Kada mes žinome Dievo и prigimtį, когда мы знаем природу дьявола, kada mes žinome ir velnio очень prigimtį, легко распознать, дорогие друзья. labai lengva yra suprasti. И из-за этого, дорогие друзья, Господь говорит, исследуйте Писание, да? Dėl to ir Viešpats sakė, ištirkite raštus. И исследуйте Писание, потому что Слово Божие говорит о Боге. Todėl, kad Dievo raštas kalba apie Dievą. И говорит также, конечно, о природе Божьей. Ir taip pat kalba apie Dievo И prigimtį. также отчасти говорит о природе дьявола, да? Ir iš dalies kalba ir apie velnio И prigimtį. знаете, вот Иоанн пишет здесь, Ir Jonas rašo čia, что гордость житейская, kad tai pasaulio išdidumo, gyvenimo išdidumas, что она приходит не от Бога, tai neteina iš Dievo, но приходит от дьявола. bet ateina iš velnio. И знаете, и мы, дорогие друзья, можем потом посмотрим вместе с вами еще другие места, Ir galima pažiūrėti ir kitas vietas, что часто, дорогие друзья, kad dažnai, draugai, что гордость, она приходит от дьявола. kad dažnai išdidumas ateina iš И velnio. знаете, друзья, с этим надо бороться. Ir su tuo reikia kovoti. Не своей силой, Ne да, savo jėga, но Божьей силой. bet Dievo jėga. И сегодня, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы посмотрели в свое сердце.
сердце, Ir šiandien galim pažiūrėti į savo širdį, что Бог делает в нашей жизни. ką Dievas daro mūsų И gyvenime. знаете, дорогие друзья, Бог делает многие прекрасные вещи, Ir Dievas daro daug ir nuostabių darbų. если мы открыты перед Богом. Jeigu Да? mes atviri esame, Если jam. наше сердце воспринимает то, что Бог делает в нашей жизни. Jeigu mūsų širdis priėmė, ką Viešpats daro mūsų И Бог говорит, gyvenime. вам нужно иметь мягкое сердце. Ir Dievas kalba, mes turime turėti minkštą širdį. И Бог обещал, говорит, я возьму у вас каменное сердце Ir Jis pažadėjo, aš paimsiu iš jūsų akmeninę и širdį там новое сердце. ir duosiu naują širdį. Какое новое сердце, дорогие Kokią друзья? naują širdį? Новое сердце, которое слышит Бога, Ta nauja širdis girdi Dievą, которое воспринимает Бога, kuri priima Dievą, который воспринимает пророков Божьих, да? kuri priima Dievo pranašus, Когда Бог говорит через других людей. kada Dievas kalba per kitus žmonės. Знаете, иногда мы часто людям некоторым говорим, что когда люди подходят, говорят, у тебя есть проблема. Ir kada žmonės kartais ateina, mes sakome, tu turi kažkokią Ну, problemą. они нам говорят, у тебя есть Arba jie sako, tu turi kažkokią А мы problemą. говорим, а у тебя что, нет проблем, да? Ir mes sakome, o tu pats neturi Знаете, problemų. очень трудно принимать критику, да, дорогие Labai друзья? sunku priimti kritiką. Знаете, критика, вообще я хочу сказать, что критика это хорошая вещь. Bendrai kritika yra geras dalykas. Она нас цепляет, Jinai mūsų užkabina, знаете, она приносит иногда больно. jie atneša kartais skausmo Но biškį. если у тебя мягкое сердце, Bet jeigu tu turi minkštą širdį, если у тебя Божий дух в твоем ir сердце, jeigu tavo širdį yra Dievo dvasia, то ты всегда будешь воспринимать tu эту visada критику. priimsi kritiką. И ты сначала скажешь, ну вот, говорит обо мне такое. Ir tu iš pradžių sakysi, nu vėl kalba apie Ну или mane. подумаешь тогда. Arba tai pagalvosi. Потом пойдешь домой, Po to nueisi namo, начнешь молиться, pradėsi melstis сказать, Господи, ir pasakysi viešpatie. почему он обо мне так O сказал? kodėl apie mane tai pasakė? А может, он на самом деле прав, O да? gal iš tikro tai yra? И знаете, дорогие друзья, в нашем сердце есть много всего, ну, негативного. Да? Mūsų širdį yra daug negatyvumo. И знаете, вот пока мы жили без Бога, Kol mes gyvenome be Dievo знаете, много накопило всего. ir prisikaupė labai как- daug visko. Мы уже вначале говорили, что это греховная природа, которую, знаете, получили в наследство от Адама с Евой, да? Ir kai pradžioje kalbame, tai yra nuodėminga prigimtis, kurią mes gavome iš Adomo, kaip И, конечно, palikimą. эту природу, дорогие друзья, меняет Бог Ir tą prigimtį keičia Dievas. через рождение свыше. Per išgimimą И iš когда мы aukšto. родились свыше, дорогие Ir друзья, kada gimėme iš aukšto, начинается процесс освобождения и очищения, да? tas procesas prasideda apvalymo procesas. Нашего сердца. Mūsų širdies. И знаете, дорогие друзья, и очень важно, чтобы мы смотрели в свое сердце. Ir labai svarbu, kad mes žiūrėtume į savo Как širdį. мы смотрим каждое утро в зеркало, да? Kaip mes žiūrim kiekvieną rytą į veidrodį, Когда вы подходите после сна и смотрите в зеркало, как вы выглядите? kada jūs prabundate iš miego ir kaip jūs žiūrite į Знаете, veidrodį. косо, криво как-то все, да? Так, Viskas kažkaip kreiva. знаете, как-то, ну, глаза какие-то, как у другого народа, да? Ir akis atrodo kaip kitos tautos. Знаете, и что потом мы делаем? Ir ką po to mes darome? Мы смотрим в зеркало. Mes žiūrime į veidrodį. И зеркало говорит, слушай, здесь надо тебе поправить, да? Ir veidrodis kalba, čia reikia kažką Здесь тебе pataisyti, надо умыться, čia reikia nusiprausti, здесь почиститься тебе čia надо. reikia nuvalyti. Друзья, когда мы читаем Библию или Слово Божье смотрим, да? Ir kada mes kalbame raštą arba žiūrime į Dievo Если у žodį. нас сердце мягкое, Ir jeigu mūsų širdis minkšta, Дух Святой нам начинает говорить. šventoji dvasia pradeda mums Он говорит, kalbėti. тебе здесь надо поправить. Jis sako, tau reikia čia pataisyti. Здесь надо тебе прическу сделать, да? Čia reikia tau šukuoseną padaryti. Здесь тебе надо умыться, Čia tau reikia nusiprausti. потому что ты плохо выглядишь. Tol, kad tu blogai И atrodai. знаете, пока ты не смотришь в зеркало, вроде бы все и хорошо, Ir правда? kodėl tu nežiūri veidrodį, atrodo viskas И, gerai. друзья, наша духовная жизнь мы можем увидеть, когда мы смотрим Слово Божье. Bet kad savo dvasinį gyvenimą mes galime pažinti tada, kai žiūrime И Dievo когда мы žodį. начинаем читать, Ir kada mes pradedam и когда skaityti, мы начинаем общаться с верующими людьми, kada pradedam bendrauti su tikinčiai Бог žmonėmis, начинает нам открывать. Dievas pradeda mums atverti. Если мы хотим услышать, дорогие друзья. Jeigu mes norime išgirsti, Знаете, tai. если у нас настолько много гордости уже, Ir jeigu turime labai daug išdidumo jau, если to, мы настолько много высокомерия имеем, jeigu turime daug tokio, savęs išaukštinimo, то, знаете, никто нам не поможет, дорогие niekas друзья. mums negali Даже padėti. Бог нам не может помочь. Net Dievas negali Потому padėti. что мы уже ничего не слышим, ничего не видим. Todėl, kad mes nieko nematom ir nieko negirdim. Евангелие от Марка, 7 глава, Morkaus 7 skyrius, 20 и по 23 стих прочитаем. 20-27, jo? Да, с 20 по 23. Nuo 20 iki 23. И 7 глава. 7 skyrius.
7 глава Евангелия от Марка, из 20 стиха будем читать, хорошо? Nuo 20 eilutės. Далее сказал, исходящий из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Ir jis pasakė, žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikimas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Знаете, перед этим, дорогие друзья, O prieš tai, draugai, Иисус говорил о еде. Jėzus kalbėjo apie maistą. Ну, простой еде, да? Apie paprastą maistą. То, что мы кушаем каждый день. Tai, ką mes valgom И он kiekvieną говорит, dieną. что если вы кушаете хорошее или плохое, Ir jis kalbėjo, jeigu jūs valgote gerą arba blogą, netinkamai, это не так сильно вредит вам. tai netaip jums kenkia. Но, знаете, то, что исходит из уст ваших, Bet kas išeina iš jūsų lūpų, из вашего сердца iš jūsų исходит, širdies, оно может принести вред вам jis gali atnešti žalą jums и также вред людям, которые слышат это ir слово. žalą tiem žmonėm, kurie klauso. И говорит, вот в этом более опасность. Ir tai yra daug pavojingiau. Знаете, друзья, иногда, конечно, хорошо следить за то, что мы кушаем, да? Ну, Kartais yra svarbu žiūrėti что попадает в наш организм, да? tai, ką mes valgome. Это хорошо, дорогие Tai друзья. yra gerai. Но более важно, Bet labai daug svarbiau yra. что исходит из наших уст. Daug svarbiau yra, kas išeina iš mūsų lūpų. И как узнать, что в нашем сердце? Ir kaip pažinti mūsų širdį. Это когда мы начинаем говорить. Tai kai mes pradedam Знаете, kalbėti. притчи говорят, что и глупый человек, когда молчит, кажется умным, правда? Ir patarlės kalba ir žmogus, kada tyli, irgi atrodo protingas. Знаете, иногда люди, чтобы себя не выдать, Ir kada žmonės, kad save neišduoti, они всегда молчат. jie visada tyli. И кто-то говорит, а знаешь, вот я думаю вот так. Ir kažkas sako, o žinai, aš galvoju va taip. Я тоже так думаю. Aš irgi taip pat galvoju. Знаете, а потом говорят, а я думаю об этом. O po to sako, aš galvoju apie tai. Я тоже так же само думаю. Aš irgi taip pat. И знаете, можно никогда себя не выдать, да? Ir galime save О niekada чем ты neišduoti. думаешь? Apie ką tu Что galvoji? у тебя в сердце? Kas yra tavo Но знаете, širdyje? друзья, когда ты начинаешь говорить, Bet kada tu pradedi kalbėti, очень важно, чтобы ты услышал себя. labai svarbu, kad tu išgirstum O pats čem save. tu говоришь? Apie ką tu kalbi? Что твои уста говорят? Ką tavo lūpos kalba? Когда критическая ситуация. Kada yra kritinė Знаете, situacija. никогда все хорошо в твоей Ne жизни. visada, Да? kada viskas gerai. Когда все хорошо, мы говорим, аллилуйя, слава Богу. Kada viskas gerai, mes sakom, aleliuja, ačiū Dievui. Но когда критическая ситуация, Bet kada yra kritinė что situacija, у тебя выходит из своих уст? kas tada išeina iš tavo lūpų? И знаете, и Господь говорит, Ir viešpats sako, что исходящий из человека оскверняет человека. ir jis pasakė, žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina. И перечисление, что оскверняет человека, да? Ir iš čia Или pervadė. что из сердца исходит человеческого, Arba да? kas išeina iš žmogaus širdies. И также в этом разделе, дорогие друзья, Ir taip pat šitame skyriuje мы читали в 22 стихе, mes skaitėme что кража, 20. лихаимство, злоба, коварство, Godumas, piktumas, klasta, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, nesusilaikimas, pavydas, pikdžodžiavimas, išdidumas, kvailystė. безумство, да. И, дорогие друзья, все вот это исходит из сердца человека. Visa tai išeina iš žmogaus Я širdies. сегодня, друзья, с вами хочу поговорить немножко о гордости, да. Šiandien kalbėsime apie išdidumą. Очень важно, дорогие друзья, чтобы у нас сердце было чистое. Labai svarbu, kad širdis būtų švari. И наша молитва, чтобы сегодня была. Ir malda apie tai yra šiandien. Господи, храни нас от гордости. Viešpatie, saugok nuo išdidumo. Господи, храни наше сердце от высокомерия. Saugok mūsų širdį nuo puikybės. Да, чтобы, знаете, мы не думали о себе больше, чем думаем о других, да? Kad mes negalvotume apie save daugiau, negu galvojame apie kitus. Да, или не смотрели на других свысока, да? Arba nežiūrėtume kitus iš aukšto. Вот я такой хороший, да? O aš čia esu toks geras. А вот они такие плохие, O да? jie čia visi blogi. Знаете, друзья, это очень важно увидеть в своем сердце. Tai labai svarbu pamatyti savo Я širdį. хочу сегодня немножко дальше даже пойти, дорогие друзья. Ir šiandien norime eiti dar toliau. Как мы немножко уже разобрались с вами, Kai mes jau su tuo išsiaiškinom, что гордость приходит от дьявола. išdidumas ateina iš Вы velnio. помните, почему дьявол был низвержен, или ангел, да?
низвержен с небес, Galime prisiminti, kodėl velnės buvo išmestas iš dangaus. потому что сердце возгордилось, Todėl, kad širdis, потому что он сказал себе, jis pasakė savo, что я стану подобным Богу aš tapsiu panašus į Dievą и буду как Бог. ir būsiu kaip И Dievas. знаете, Бог его сверг с небес. Ir Dievas jį išmetė iš dangaus. И, дорогие друзья, гордость — это очень опасная вещь. Ir didumas labai pavojingas И некоторые dalykas. люди говорят, что я очень смиренный человек. Ir kai kurie žmonės sako, aš labai nuolankus Но в žmogus. смирении, дорогие друзья, часто бывает гордость. Bet nuolankume kartais būna išdidumas. Вот я сегодня с вами хотел бы об этом поговорить. O ir apie tai ir šiandien Знаете, pakalbėsime. иногда дьявол очень красиво скрывается за всеми этими вещами. Ir kartais velnės labai puikiai slepiasi už visų tų dalykų. И немножко мы об этом тоже поговорим Ir сегодня. truputį apie tai irgi В pakalbėsime. Откровении, дорогие друзья, 13 глава, Apreiškimo 13 skyriui. там говорится о дьяволе. Ten kalba apie velnę. И сейчас мы откроем, прочитаем 4-5 стих. Perskaitysim 4-5 eilutės. Знаете, очень важно, дорогие друзья, просто знать источник, откуда это происходит все. Labai svarbu žinoti tą šaltinį, iš kur tai viskas vyksta. Откровение, 13 глава и 4-5 стих. Apreiškimo 13 skyrius 4-5 eilutės. И здесь в 4 стихе написано: «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому и кто может сразиться с ним». Žmonės garbino Slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį, sakydami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. И данные были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему была власть действовать 42 месяца. Jam buvo duotas nukis kalbėti išdidžiai ir piktžodžiauti ir duota valdžia tai daryti per 42 mėnesius. Этот 4 стих, может, не очень относится, дорогие друзья. Gal ta 4 eilutė nelabai mums ir... Но когда я читал, Bet kada skaitė, и здесь написано: «И поклонились зверю», ir čia parašyta ir garbino žvėrį. и говорили, кто подобен зверю этому и кто может сразиться с ним. Ir sakė, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. Эта история, друзья, мне очень напомнила одну ситуацию с Давидом и Голиафом, да? Ta istorija labai priminė tą istoriją su Dovydu ir Galijotu. Когда говорили, кто может сразиться с этим Голиафом, да? Ir kada kalbėjo, kas gali kovoti su tuo Потому что Galijotu. никто не может с ним сразиться, да? Todėl, kad niekas negali su juo Но, kovoti. знаете, у Бога на все есть свое средство, да? Bet Dievas viskam turi И priemonių. дальше, дорогие друзья, 5 стих, который мы читали. Ir 5 eilutė, kai skaitėme. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Jam buvo duotas nukis kalbėti išdidžiai ir piktžodžiauti. Знаете, дорогие друзья, дьявол, он всегда, это вот этот дух дьявольский, говорить гордо и высокомерно, да, или, свысока, можно так сказать. Ir visada velnio dvasia kalba, visada išdidžiai. Особенно, знаете, люди, которые чувствуют, может, власть в этом мире сегодня, Ir ypač tie žmonės, kurie turi valdžią šitame или pasaulyje. что-то имеют в этом мире, Ir arba jie kažką turi šitame или pasaulyje, имеют влияние в этом мире, arba turi įtaką может, šitame они деньги žemėje. имеют в этом мире. Gal jie turi daug pinigų. Знаете, они всегда так чувствуют себя очень уверенно и хорошо, да? Jie visada taip jaučiasi gerai ir užtikrintai. Но, знаете, Господь говорит, все это до определенного времени. Ir Dievas sako, visa tai yra iki kai kurio laiko. Потому что обычно, дорогие друзья, Todėl, kad aplamai гордость приводит к падению. išdidumas atveda į nukritimą. Когда ты начинаешь, как говорится, восхищаться собой, да? Kada tu pradedi gerėti И savimi. говорить, какой я хороший и умный, да? Ir todėl sakai, koks aš geras ir protingas. Какой я хороший специалист, там, Koks да? aš geras esu Знаешь, что specialistas. недалеко твое падение, да? Tai yra netoli tavo Сегодня, nukritimas. друзья, я бы хотел еще поговорить о том, как часто за таком, как бы, милосердием нашим, да? Ir šiandien noriu kalbėti, kaip kartais už to gailestingumo Да, или такой за хорошей манеры поведения ir kartais už to gero elgesio скрывается гордость. slepiasi išdidumas. Знаете, друзья, я недавно в себе открыл, что у меня есть гордость. Aš nesenai aptikau savyje išdidumą. Я всегда говорю, что я такой хороший человек. Ir visada kalbėjau, kad aš esu labai geras Я žmogus. могу там помочь, если кому надо. Aš galiu padėti jam, Могу kam что-то reikia. сделать. Galiu padaryti Я kažką. могу выслушать кого-то. Aš да? galiu išklausyti Но, kažką. знаете, Tai. друзья, один раз мы сидели с нашими братьями и сестрами в одном общении. Ir в vieną церкви. kartą mes sėdėjome bažnyčioje su savo broliais, seserim ir bendravome. И когда мы общались на разные темы, Ir kada mes kalbėjome įvairiomis temomis, на духовные темы, tai buvo dvasinės temos. Бог начал мне говорить. Ir Dievas pradėjo
man kalbėti. говорит, у тебя есть гордость. Tu sako, turi išdidumą. Я сказал, Господи, какая гордость? O viešpatė sakiau, kur tas išdidumas? Я Koks? смиренный человек. Aš esu nuolankus Вы žmogus. знаете, друзья, на своем примере я сказал, Господь, потом я понял, что на самом деле у меня, возможно, это и есть. Ir aš po to supratau, kad iš tikrųjų tai yra pas mane. И я сказал, Господь, я хочу быть свободным человеком. Ir aš pasakiau, viešpatė, aš noriu būti laisvas И žmogus. знаете, дорогие друзья, и кажется, как может быть у верующего человека гордость или признаки гордости, Ir да? kaip tai gali būti pasitikinti žmogų išdidumas arba jo požymiai. И в моем случае, друзья, Ir mano to я tame не знаю, может, кому-то это įvykyje. поможет, знаете. Gal kam tai padės. В моем случае было то, что Mano tame situacijoje buvo tai, что мне трудно kad man sunku просить. prašyti. Знаете, что такое просить? Ir kas tai yra prašyti? Это унижаться. Tai yra Это nusižeminti. показать, что у тебя что-то не все хорошо. Ir tai yra parodyti, kad pas tave ne viskas gerai. А хочется показать, что у меня все хорошо. O kartais nori pasirodyti, kad viskas pas mane Что у gerai. меня все, как говорится, окей, да? Kad pas mane viskas yra ok. Все, как говорится, схвачено и за все заплачено, да? Viskas pas mane nupirkta ir užgrobta. Да, и знаете, и, дорогие друзья, и еще есть такая одна проблема, дорогие друзья, Ir dar yra tokia viena problema, и что Господь сказал, что ты не можешь просить у людей, kad viešpats sakė, tu negali prašyti а ты žmonių, должен просить. o tu turi prašyti. Ты должен попросить помощи. Tu turi paprašyti pagalbos. Ты должен позвонить, сказал, помолитесь за такую-то ситуацию, да? Tu turi paskambinti ir paprašyti, kad pasimelstų už tam Или tikrą что-то situaciją. помочь в церкви. Arba kad padėtų И bažnyčioje. знаете, дорогие друзья, вот за этим часто прячутся такие, ну как бы признаки гордости. Ir už to kartais slepiasi išdidumo požymiai. Потому что что такое просить? Kas tai yra paprašyti? Это унизиться. Tai yra nusižeminti. Написано, что Иисус Христос унизился, став рабом, Parašyta, kad Jėzus Kristus nusižemino, tapdamas vergu, чтобы приобрести нас. kad mumis įsigytų. Знаете, гордые люди, они никогда не могут приобрести других людей. Išdidūs žmonės niekada negali pasiekti kitus žmonės. Они только приобретают себя. Jie tik tai save. Знаете, дорогие друзья, и Господь в последнее время мне сказал, что Дима, ты должен научиться просить. Ir paskutiniu Dmitri, da? laiku sako, Dima, tu turi išmokti prašyti. Знаете, просить, Prašyti. открывать свое сердце, Atverti savo не širdį. бояться, Nebijoti. не бояться попросить помолиться, Nebijoti paprašyti не pasimelsti. бояться попросить что-то помочь. Nebijoti paprašyti kažkokios pagalbos. И знаете, дорогие друзья, нам нужно, чтобы у нас, знаете, было чем меньше этой гордости, да? Mums reikalinga, kuo mažiau būtų to išdidumo. Знаете, сегодня, дорогие друзья, Господь, я верю, что, может, Он хочет кому-то сказать из нас, Gal šiandien viešpas nori kažkam pasakyti iš mūsų, чтобы у нас не было сердца гордое. kad neturėtume išdidę širdį. Знаете, я знаю, что многие из нас, мы можем много что сами делать, Aš žinau, kad mes kiekvienas iš mūsų galim kažką tai daryti. а Господь говорит, а я dал вам семью, O viešpas sako, aš padovanojau šeimą. а я вам дал церковь, Aš dovanojau bažnyčią. чтобы вы зависели друг от друга. Kad jūs priklausytume vienas nuo kito. Господи, как не хочется зависеть друг от друга. Dieve, kaip nenorima kartais priklausyti vienas nuo Как kito. легче одному все делать. Kaip yra lengviau vienam viską daryti. Знаете, некоторые люди, когда женятся, они связывают себя вот этими обязательствами, да? Kartais žmonės, kurie veda, jie save suriša tam tikromis santykiais. Да, что они не могут делать то, что они хотят. Jie negali daryti tai, ką jie nori. Но что Библия говорит, друзья? Bet ką kalba Biblija? Что двоим лучше, нежели одному. Kad kalba, kad dviem yra geriau negu vienam. И двое могут намного больше сделать, чем один. Ir dviese gali daug daugiau padaryti negu И vienas. знаете, друзья, люди в церкви, когда они объединяются в каком-то, ну, не знаю, там, ситуации, да, какой-то. Ir kai žmonės bažnyčioje tam tikrose situacijose susijungia, Знаете, есть большая сила. yra didelė jėga. Но чтобы объединиться, дорогие друзья, Bet kad susijungti, нужно открыть сердце. reikia atverti širdį. Нужно открыть свои уста. Reikia atverti savo lūpas. Нужно сказать, о чем ты думаешь. Reikia pasakyti kartais, apie ką tu galvoji. Знаете, пророк Авдий, да? Ir prorokas Sabdijas. Может, мы не будем читать это в 3 стихе написано, 1 глава, 3 стих. Ir tai parašyta 1 skyrius 3 eilutė. Там история говорится о городе Петра. Вы знаете город Петра такой, Ir да? ta istorija kalba apie miestą Petro. Да, где там был город целый. Ten buvo ištisas miestas. Там был этот город в скале.
Tai buvo tas miestas uoloje. где они прямо в скале сделали эти дома и квартиры, да? Ir tuose uolose jie pasidarė savo namus ir И, būtus. знаете, в этот город невозможно было попасть. Ir į tą miestą neįmanoma buvo pakliūti. Там был один путь Ten buvo tik vienas kelias среди скал. tarp uolų. И знаете, эти люди в городе, Ir tie žmonės mieste, они ощущали себя очень хорошо. jie jautėsi ten labai saugiai. Они говорили, что никто не может нас завоевать. Ir jie sakė, niekas negali mūsų užkariauti. Никто нас не может выгнать отсюда. Niekas mūsų neišvys iš И čia. знаете, у них пришла гордость в их Ir жизнь. į jų gyvenimą atėjo išdidumas. А Бог говорит, что я приду, O Dievas sako, aš ateisiu и я разрушу все. ir aš sugriausiu. И я Vis. возьму вас и свергну вниз. Ir aš jūs nustumsiu į žemyn. И знаете, дорогие друзья, очень опасно, когда мы становимся на путь гордости. Ir labai yra pavojingas kelias, kada mes stampame to išdidumo keliu einame. И гордость приходит через разные вещи, дорогие Ir друзья. išdidumas ateina įvairiais У keliais. каждого свой путь, понимаете? Kiekvienas turi savo kelią. Знаете, но Бог говорит, открывайте свое сердце, да, Bet передо Dievas sako, мной. atverk savo širdį prieš mane. Очищайте. Apsivalykite. Потому что если гордость, вы ее, как говорит, не умертвите, да, Ir jeigu to išdidumo jūs nenumarinsite, то она умертвит вас. tai numarins mumis. Очень важно сегодня, друзья, чтобы мы были открыты перед Богом. Labai svarbu, kad mes būtume atviri prieš viešpatį. Псалом 72 в русской Библии, 73 в литовской будет. 73 Псалтырь, да, мы откроем, дорогие друзья. psalmės, 73 psalmė, 72 в русской Библии. И 6 стих, дорогие друзья. 6 eilutė. 72 Псалом и 6 стих. И здесь говорится о того, гордость, как ожерелье обложили их, и дерзость, как наряд одевают их. Išdidumu ir smurtu jie rengiasi lyg drabužiu. И здесь, дорогие друзья, говорится, что гордость как украшение, да, или ожерелье, да, говорит, оно вокруг шеи ихней, да. Ir čia kalba, kad tas išdidumas yra kaip, Как украшение, ожерелье, nu, да. kaip papuošalas Da. ant jų kaklo. И дальше, дорогие друзья, в 6 стихе говорится, и дерзость, как наряд одевают их. Ir smurtu jie rengiasi lyg drabužiu. Что гордость делает, друзья? Ką išdidumas daro? Знаете, она приносит это вот высокомерие. Jį atneša tą išdidumą. И как мы читали здесь, Ir kai mes skaitėme čia, и одевает дерзость, как наряд одевает их. ir aprengia juos lyg drabužių. То есть гордость приносит дерзость. Ir išdidumas atneša smurtą. Знаете, и они одеваются, некоторые люди, в этом. Ir žmonės rengiasi tuo. И они чувствуют себя очень хорошо. Ir jie jaučiasi gerai. Но откуда это приходит, дорогие Bet друзья? iš kur tai Это ateina? приходит от преисподней. Tai ateina iš pragaro. Потому что, знаете, люди хотят себя чувствовать хорошо. Todėl, kad žmonės nori jaustis Я gerai. не думаю, что если у них будет много гордости, Ir jie galvoja, jeigu turės daug išdidumo, то будет все хорошо. viskas bus Они gerai. такие крутые, очень, знаете, очень такие способные люди. Ir jie atrodo tokie labai gabų žmonės. Знаете, но Библия говорит совсем другое. Bet Biblija kalba visai ką kitą. Бог говорит совсем другое. Dievas kalba visai kitą. Бог говорит, что блаженны кроткие духом, да? Ir jis kalba palaiminti nuolankios dvasios, kaip Да, čia. блаженны кроткие, да? То есть блаженны люди, которые не вызывающе ведут себя. Palaiminti tie žmonės, kurie savęs neišaukština. И еще пару мест, дорогие друзья, я хотел тоже прочитать сегодня, и мы уже скоро будем заканчивать. Первое послание Петра. Pirma Petro. Первое послание Петра. Петр говорит тоже об этом, Petras irgi kalba apie tai. но он говорит более о том, что Бог нам дает. Jis kalba daugiau apie tai, ką Первое Dievas послание duoda. Петра, 5 глава и 5 стих. 5 eilutė, 5 skyrius, 5 eilutė. И Петр говорит, также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Taip pat jūs jaunesnėje būkite klusnus vyresniesiems ir visi paklusdami vieni kitiems apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. И я бы хотел взять вторую часть, дорогие друзья. Ir tą antrą dalį galime Я не paimti. хочу говорить сегодня там о пастырях и младших, там, и о другом, да. Nenoriu kalbėti apie pastorius, apie jaunesniuosius ir kitus. Я думаю, мы имеем многие понимания эти. Mes turim savo Но, supratimą. знаете, Петр говорит, что Бог гордым противится, да. Bet Petras sako, Dievas išdidiem priešinasi. А
смиренным дает благодать. O nuolankiesiems teikia malonę. Знаете, дорогие друзья, противоположность есть, понимаете? Yra priešingybė vienas kitam. То есть иногда люди думают, что если я буду гордым, да, такой, так очень вызывающе вести, то у меня будет все хорошо, да? Kartais žmonės sako, jeigu aš būsiu išdidus ir elgsiuosi taip, tai viskas pas mane bus gerai. Но всегда надо думать, откуда это происходит, да? Bet visada reikia galvoti, iš kur tai ateina. Потому что Люцифер, он упал от гордости. Nes Liuciferis nukrito nuo išdidumo, iš А išdidumo. Бог говорит сегодня, O Dievas kalba что šiandien, смиренным, kad nuolankiesiems, тем людям, которые приходят к Господу, tie žmonės, kurie ateina pas viešpatį, которые каются перед Господом, kurie atgailauja prieš которые jį, хотят, чтобы их сердце было исправлено, kurie nori, kad jų širdis būtų pataisyta, Бог дает благодать. Dievas duoda malonę. Понимаете, братья и сестры, это очень важно, Tai labai svarbu. чтобы мы нуждались в благодати Божьей, Mums reikalinga Dievo malonė. чтобы то, что Бог имеет для нас, оно приходило с небес. Tai, kas mums reikalinga, kad ateitų iš dangaus. И послание Якова, дорогие друзья, тоже похожее место, Ir Jokūbas taip pat 4 panašiai rašo. глава и 6 стих. 4 skyrius ir 6 eilutė. Яков говорит, Jokūbas kalba. но тем больше дает благодать, потому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 стих. Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sako, Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiems teikia malonę. И здесь говорится похожее, да, Яков тоже пишет. Jokūbas rašo panašiai. Но он говорит, но тем больше дает благодать. Bet jis sako, duoda dar didesnę malonę. Кому дает больше благодать? Ir kam jis duoda? Смиренным сердцем. Nuolankiesiems širdimi. Знаете, друзья, нам нужно иметь смиренное сердце. Mes turim turėti nuolankę Знаете, širdį. потому что маленькая гордость, да, Todėl, kad mažas išdidumas, она может привести тебя к большой гордости. jis gali atvesti tave į didelį išdidumą. Ты будешь хвалиться там собой, своей работой, своими деньгами. Tu gali girti savo darbu, savo pinigais, savo nuopelnais. Знаете, Библия говорит, что хвалящийся, что хвались кем? Господом. Biblija kalba, kas giriasi, tesigiria Знаете, viešpačiu. чем мне хвалиться, дорогие друзья? Ko aš turiu girtis? Апостол Павел говорит, посмотрите, братья и сестры, на себя. Ir apaštalas Paulius sako, pažiūrėkite, broliai seserys, į save. Он говорит, много ли из вас умных, мудрых, способных? Ar pas jumis yra daug išmintingų, gabių, Но все, что мы имеем, это от Бога. bet viską, ką mes turime iš И Dievo. мы хвалимся Господом. Ir mes giriamės viešpačiu. И сегодня, дорогие друзья, может, Господь сегодня тоже кому-то хочет сказать, что Šiandien viešpas kažkaip nori mums pasakyti kiekvienam. может тоже за каким-то смиренномудрием таким, да, Kartais смирением, už kažkokio tai nuolankumo знаете, прячется гордость. gali slėptis išdidumas. И знаете, и мы никого не можем попросить, Ir mes nieko negalime paprašyti. потому что мы сами можем сделать. Todėl, kad mes patys galime tai Здорово, что padaryti. мы сами можем сделать. Šaunu, kad mes galim Знаете, padaryti. но, дорогие друзья, Бог говорит, что смиряйтесь, Bet Dievas kalba, nusižeminkite. потому что я смирился, Todėl, kad aš nusižeminau. потому что я оставил славу неба. Todėl, kad aš palikau dangaus šlovę. Я смирился, чтобы стать человеком, Aš nusižeminau, kad tapčiau kaip чтобы žmogumi. с вами ходить по этой земле пыльной, да? Kad vaikščioti šitoje žemėje dulkėse. Я смирил себя, чтобы вам объяснять истины, да? Aš nusižeminau, kad jum paaiškinti tiesas. Знаете, я думаю, Господу иногда было очень трудно с учениками, Aš galvoju, kad viešpačiui labai sunku buvo su mokiniais. когда Он говорил, ну сколько я могу быть с вами? Kada jis kalbėjo, kiek aš galiu būti su jumis. Неужели это так трудно сделать? Nejaugi taip sunku tai padaryti. Но знаете, что Господь делал? Bet žinote, ką viešpas Он darė? снова их просил, Jis vėl jų prašė. Он снова их посылал. Jis vėl И даже когда у них ничего не siūsdavo. получалось, Он снова их посылал, Ir да? jeigu kažkas pas juos nevykdavo, jis vėl siūsdavo. И Господь смирялся. Ir viešpas nusižemindavo. Он на самом деле ему было трудно. Bet jam iš tikrųjų buvo sunku. Ему было легче самому это все сделать. Jam buvo daug lengviau pačiam viską daryti. Исцелить, изгнать, Išvaryti velnę, išgydyti, воскресить. prikelti. Но он говорит, слушайте, давайте вы сегодня это сделаете. Ir jis sako, geriau šiandien jūs tai padarykite. Они шли, Jie ėjo. иногда получалось у них, Kartais jiem pavykdavo tai. иногда не получалось. Kartais nepavykdavo. И Господь говорит, ну вроде бы я так объяснил вам хорошо, неужели так трудно? Ir jis kartais sakydavo, aš jiem taip gerai išaiškindavau, nejaugi taip sunku padaryti. Но Господь смирил себя Bet viešpas nužemino save до смерти крестной. iki kryžiaus mirties. Он смирил себя, дорогие друзья. Jis nusižemino. И он получил благодать Божью. Ir jis gavo Dievo malonę. Знаете, друзья, когда мы смиряем себя, Kada mes nusižeminam save, знаете,
И Библия говорит то, что мы сейчас читали, и Петра, и Иакова, Ir Biblija kalba, ką mes skaitėme Petro ir Jokūbo, что Бог гордым противится, kad Dievas išdidiem priešinasi, а смиренным дает o благодать. nuolankiesiems duoda malonę. Знаете, друзья, я хочу вам посоветовать всем. Ir šiandien noriu patarti Иногда это kiekvienam iš очень mūsų. трудно бывает. Kartais tai sunku būna. Знаете, вот вы сидите дома, Kartais sėdėme namie. всю неделю просидели, Visą savaitę prasidėjome. ну, может, не могли прийти в церковь, Gal negalėjome ateiti į bažnyčią. и никто вам не позвонил. Ir niekas jums nepaskambino. И приходят мысли, Ir ateina mintis. ну вот, Nu štai, никто не позвонил тебе. niekas neskambina Это tau. только в воскресенье они говорят, что они тебя любят. Jie sako, tik sekmadieniais tave myli. Если полюбили, позвонили бы. Jeigu mylėtų, tai paskambintų. Знаете, в гости к тебя никто не приглашает. Ir svečius tave niekas nekviečia. И даже чаю тебе не могут предложить. Ir arbatos tau niekas nepasiūlo. Ну, я уже не говорю про бутерброды, хотя бы чая предложили бы. Aš jau nekalbu apie buterbrodus, nors Знаете, вот такие arbatos мысли pasiūlo. приходят к вам, да? Ir tos mintis kartais sukasi galvoje. Знаете, мне понравилось, как один человек сказал, Ir man patiko, kai vienas žmogus pasakė, будь больше, tapk didesnis, будь победителем, būk nugalėtojas, будь выше. būk aukščiau. Если не звонит тебе, Jeigu neskambina tau, берешь телефон. paimi telefoną. Знаете, сегодня у нас такие планы есть хорошие, друзья. Šiandien mes turime gerų planų. Говорят, можем звонить сколько угодно. Galime skambinti kiek norim. Хоть 24 часа в сутки. Nors 24 И valandas ты per parą. поднимаешь этот телефон Ir tu pakeli tą и telefoną. говоришь, во имя Иисуса Христа буду сейчас всем звонить. Jėzaus Kristaus vardu skambinti. И visiem. начинаешь звонить. Там телефонная книжка у тебя. Ir turi telefono knygutę ir И pradedi по skambinti. очереди. Ir pailiui. Привет. Привет. Как дела? Kaip reikalai? Чего не звонишь? Kodėl neskambini? Чего не заходишь в гости? Kol neteini į svečius. Потом в гости захотел. Po to nori nueiti į svečius. Звонишь. Skambini. Я приду к тебе в гости. Aš ateisiu pas tave į А он svečius. говорит, не приходи. Na, geriau neteik. Ну pas ладно, mane. тогда ты ко мне приходи. Tada tu ateik pas mane. Знаете, друзья, нам нужно, знаете, не позволить врагу, понимаете, Mums reikia neleisti priešui, чтобы он украл у нас это kad jis все. pavogtų tai visą. Знаете, нам надо не позволить, чтобы гордость пришла в наше сердце. Mums reikia neleisti, kad išdidumas ateitų į širdį. Обида пришла. Nuoskaudos ateitų. Может, мы когда-нибудь поговорим про обиду, да? Mes pakalbėsim apie Обида nuoskaudą. это, вы знаете, такая зараза, дорогие друзья, Ir nuoskauda yra tokia zaraza. которая Не. приходит в нашу жизнь. Kas? Parazitas toks. Jo, Ir jis ateina į mūsų gyvenimą. И он съедает нас, дорогие Ir jis друзья. suvalgo mus. Знаете, вот когда кто имеет сад свой, дорогие друзья, Kas turi savo sodą. есть эти, знаете, паразиты вот эти, Yra tie parazitai. да, которые, знаете, дерево так зеленеет, кажется, красивое, такое цветет. Ir medis atrodo žydė ir žaliuoja taip И ты не gražiai. успел оглянуться. Ir tu nespėjai apsižiūrėti. Этих тысячи паразитов налетели на нее. Ir tūkstančiai tų parazitų atskrido. Смотришь, она вся поникла. Ir matai, visa jinai nunyko. Это обиды, дорогие друзья, Tai yra понимаете? nuoskauda. Вот это обида, которую не позволим, знаете, Ir neleiskime jai. чтобы она nuoskaudai. захватила нас, Kad jį užvaldytų и mus. чтобы она съела нас, Kad jį suvalgytų. и чтобы мы, знаете, сидели и говорили, Господи, все меня оставили, и никому я не нужен, да? Ir mes nekalbėtume, kad viešpatė visi mane paliko ir aš niekam А nereikalingas. другая сестра и брат то же самое, так сидят и тоже об этом думают, правда? O kiti broliai seserys sėdi ir irgi taip pat А Господь galvoja. сегодня нам говорит, O Dievas šiandien kalba. не будь гордым, Nebūk išdidus. будь смиренным. Būk nuolankus. Пускай подумают, что что-то с тобой плохо все. Tegu negalvoja, jo. Пускай головой. O tegu galvoja, kad viskas. Да, su tavim blogai. постоянно звонит и звонит мне. Tegu pastovi tau skambina. Звоните, дорогие друзья. Если Skambinkite. они устанут, они вам скажут, что они устали от вас. Jeigu jie pavargs, jie pasakys. Знаете, nuo люди jūsų. сегодня прямые все у нас. Šiandien žmonės yra. Но вы не tiesūs. позволите, чтобы гордость пришла в вашу жизнь. Bet понимаете? neleiskite išdidumą ateiti į jūsų И знаете, širdis. дорогие друзья, я верю, что Бог хочет нас освободить от гордости. Ir šiandien tikiu, kad Dievas nori išlaisvinti Чтобы мы были iš зависимы išdidumo. друг от друга. Kad mes priklausytume Чтобы vienas мы nuo kito. нуждались друг в друге. Kad mes būtume reikalingi Потому vienas что Бог kitam. дал нам дары сегодня, дорогие друзья. Dievas dovanoja mums dovanas. Бог благословил нас своими подарками. Dievas apdovanojo savo dovanomis. И знаете, друзья, вчера мы тоже стояли. Ir vakar mes stovėjome. Знаете, у нас замок сломался в дверях. Mūsų spinas buvo Не sulūžusi. знаю, может, и снова она сломалась, но вчера мы стояли. Gal jį vėl sulūžo, bet vakar И вчера stovėjome. вот Арвидас был. Ir Arvidas buvo vakar. Я думаю, как этот замок снять, разбирать, что с ним делать вообще? Ir aš galvoju, kaip tą spiną išimti ir ką su ją daryti. Арвидас говорит, надо посмотреть замок этот. Ir Arvidas sako, reikia pažiūrėti tą spiną. Знаете, и потом вот Арвидас говорит, давай сделаем, поменяем там, ну, перевернем эту щердяли, да, сердцевину, да. Ir jis sako, perkeiskime tą širdelę.
Я говорю, слушай, хорошая мысль. Sakau, gera mintis. Поставили все работать. Pastatėm ir Dievą. Понимаете, вот это есть, знаете, когда ты не сам решаешь все, понимаете? Ir tai yra, kada ne pats viską sprendi. А ты нуждаешься в брате, Tau reikalingas ты brolis, нуждаешься в сестре. tau reikalingas Когда sesuo. гордость уходит куда-то, Tai понимаете? išdidumas tada kažkur tai Знаете, nueina. конечно, друзья, мы все сами можем сделать. Mes galime daug ką Мы padaryti можем patys. и постирать, и замок починить, и, ну, много что можем сделать, Mes правда? galime ir skalbti patys, ir spyną taisyti. Знаете, ну мы, если каждый из нас что-то может, ну, идею дать, кто-то сделать может, правда? Bet kiekvienas iš mūsų gali duoti idėją arba kažką arba padaryti. Знаете, гордость уходит. Išdidumas išeina. Знаете, и пускай, Наина. дорогие друзья, пускай Бог благословит нас. Ir Dievas te palaimina mus. Пускай Бог хранит нас от гордости. Dievas te saugo nuo išdidumo. mus. Знаете, пускай Бог нам даст понимание, чтобы как бороться с этой гордостью, да? Tegu Dievas duoda supratimą, kaip kovoti su išdidumu. Потому что Бог дает свою благодать Nes Dievas duoda savo malonę. смиренным людям. Nuolankiems žmonėms. Знаете, а гордым противиться. O išdidiem И priešinasi. Господь, дай, чтобы наше сердце было смиренно сегодня Ir перед Dieve duok, Тобой. kad mūsų širdis būtų nusižeminusi prieš tave. Господь, мы хотим иметь благодать от Тебя, Mes Господь. norim turėti malonę iš tavęs. Чтобы это было от Тебя, Kad Господь. tai būtų nuo tavęs. Чтобы все, что мы делаем, чтобы это не нашей силой было, Kad viską, ką mes darytume, ne savo jėgomis, но от Тебя, Господь. bet nuo tavęs И viešpatie. сегодня, дорогие друзья, я хочу поблагодарить каждого из вас, Šiandien noriu padėkoti kiekvienam iš mūsų jūsų, с кем я познакомился. su kuo susipažino pastorius. Это великая благодать для меня, Tai didelė malonė, потому что я приобрел многое что-то. todėl kad daug laimėjo. Да, я приобрел то, что Бог дал через вас. Tai laimėjo, ką Dievas davė. И я per верю, jus. что Бог еще Dievą. будет давать, если мое сердце будет смиренное. Ir перед Dievas Богом. duos daugiau, jeigu širdis bus nuolanki. Пускай наши сердца будут смиренными. Tegu хорошо? mūsų širdis būna nusižeminusios. Пускай мы ищем Бога. Tegu mes ieškome Dievo. И я верю, что Бог будет благословлять нас друг через друга, потому что Он даровал нам дары свои. Ir Dievas laimins mus visus vienas per kitą, kad Dievas mums daug dovanojo dovanų. Так что, друзья, пускай Бог благословит нас. Dievas te palaimina Когда мы mus. будем молиться, братья и сестры, Kada mes melsimės, может, кто-то увидел признаки гордости в своей жизни. gal kažkas pamatė požymius išdidumo Как savo я один gyvenime. раз увидел. Kai pastorius vieną kartą И я pamatė. благодарю за наших братьев и сестер, которые говорили об этом. Ir aš dėkuoju už tos brolius ir Kada seseris, мы kurie общались об kalbėjo этом. apie tai, kai И bendravome. знаете, просто Бог начал показывать. Ir Dievas pradėjo parodyti. Я говорю, Господи, прости меня. Ir aš kalbėjau viešpatį atleisk man. То за этим с таким смирением, кажется. Ir kai atrodė, kad tai yra nusižeminimas, А на самом деле есть много гордости. o iš tikrųjų yra tai išdidumas. Потому что не можешь попросить. Todėl, kad negali paprašyti. А Бог говорит, проси. O Dievas sako, И prašyk получишь помощь. ir gausi pagalbą. Так что, дорогие друзья, встанем, будем молиться, хорошо? Mes atsistosime Пускай ir Бог melsime. благословит наши молитвы. Ir Dievas te palaimina mūsų maldą.